İlk yaskaplarımızda hava döner, başları ısınma, Moldova'da şansları açır çiçekler. Güneş saygılı seyirciler şılasın bütün dünyada hem de usluluk olsun bütün yeryüzünde. Sabahınız hayırlı olsun. Olmadan şenilme, yaşamayı candan sevme. Her gün lazım açı gülme, hep kanatlı yerde gezme. Ya yaşamazsa yaşama, yok nereye ağlatlama. Ya yaşamazsa yaşama, coşur canap hep genç olma. Yaşamak, sen yaşamak, nice tatlı bir yaz kaymak. Yaşamak, sen yaşamak, ekmekle dol, çiğne bana. Güneş sabah bize doğar, danar da gül gibi olur. Lazım hiç barına, boşa vakit da harcama. Koruyun günleri, güzel yaşayın illeri. Yazın solarken aşama, dostlarına canı açma. Yaşamak, sen yaşamak, nice tatlı bir yaz kaymak. Yaşamak, sen yaşamak, ekmekle dol, çiğne bana. Yaşayalım, yaşarken iyilik yapalım. Yaşamak, sen yaşamak, nice tatlı bir yaz kaymak. Yaşamak, sen yaşamak, ekmekle dol, çiğne bana. Yaşamak, sen yaşamak, nice tatlı bir yaz kaymak. Yaşamak, sen yaşamak, ekmekle dol, çiğne bana. Te güzel böyle bir yaşamak, onu bu türküyü çaldı Nikita Panayitov. Her zaman olsun böyle güzel yaşamak, hem de sevindirsin bizi. Güneşli havalarla, güzel uslulukla. Stüdyamızda biz başladık bu programı stüdyamızda çünkü bizim misafirlerimiz bir gözden gelirler. Доброе утро, Никита. Доброе утро. И доброе утро, Оксана. Доброе утро. Добро пожаловать. Здравствуйте. Сегодня прекрасный повод у нас. Мы сегодня будем презентовать новый альбом у Никиты. Вот он здесь. Вот ради этого альбома мы сегодня встретились. И сегодня еще один повод замечательный. У Никиты день рождения, 1 марта. Никита, поздравляю тебя. Здоровья, благополучия, творческих успехов. И, конечно же, поздравляю маму, потому что для мамы это самый-самый счастливый день в жизни, да, когда рождение ребенка. Спасибо большое. Даже не верится, что время пролетело так быстро. И сегодня Никита празднует свое 14-летие. Для меня это где-то вроде бы и радостно, а с другой стороны где-то очень и печально, что так быстро. Так быстро все проходит. Да. Но печалиться нет поводов, слава Богу. Слава Богу, у вас все прекрасно, все кипит, бурлит и радует нас вместе с вами. Ну, конечно, уже проделан определенный путь. Такой немаленький, скажем, да, очень много интересного мы рассказывали, говорили, смотрим, удивляемся приятно твоему творчеству, Никита. Ну, а если так вот немножечко призакрыть глаза и вспомнить, а как же это все было, с чего все начиналось, как радовал маленький Никита свою семью, этот вот птенчик
своим голосом. Ну, история... Когда все начиналось, да. История у нас вообще очень интересная. Когда Никита ходил в садик, он никогда не пел. Он чаще всего там рассказывал стишки и всегда говорил: я петь не умею. И случайно мне предложили, чтобы Никита участвовал на бежгиосском конкурсе «Восходящие звезды», где вот предложили мне, чтобы Никита поучаствовал. Никита принял там участие и занял свою первую премию приз зрительских симпатий с этого конкурса, и все началось. Он был очень маленький, пел очень, ну, скажем так, посредственно. Точнее, вообще не умел петь. Ну, маме от того, что он первый раз... Мама была счастлива. Ну, мама была счастлива, ей тогда казалось, что Никита поет, и мама загорелась этой идеей. Вот хорошо бы, чтобы мы посмотрели. Ну, сейчас мы посмотрим, как пел тогда Никита, и у нас уже будет что-то для сравнения. Давайте посмотрим. Браво, Никита, машина времени тебя так занесла, что да, результаты вот они здесь на столе. Никит, ну вот твои тогда ощущения, ты помнишь, как это все было? Да, потому что я для любого помню. маленького, ну такого человечка сцена это просто, наверное, такой огромный аэродром, а зрители это, наверное, целый город. На самом деле, когда я в первый раз выходила на концерт, мне было страшно, но я не дрожал. Всем страшно, поверь. Мне кажется, когда человек более маленький, он не осознает, где, как он, зачем, ему там не страшно. Я вышел, я там дергаюсь, просто в кайф выступаю. Я не умел Ну, ты петь. такой уверенный, там рука в кармане, в такт Это было все ножка. задумано. Нет, на самом деле не было задумано, так все получилось, просто получилось. Первый концерт, абсолютно первый. Меня учила петь мама, потому что моя мама очень любит петь. Она Мама пела... солистка оперного театра. Шучу. Мама, конечно, не поет, но мама, да? Или немножечко... Она поет. Мама немножечко поет. Мамочке нравится как бы заниматься с Никитой. И Ну, это мы заметили за эти мне годы. очень хотелось, чтобы мой ребенок пел, наверное, потому что я все свое детство пела, и мне это вот очень оно нравилось. откуда. И песню «Поворот» я тоже выбирала как Это бы... естественно. Не То есть случайно, Никита сам не то мог есть, выбрать эту песню. не мог, но и бояться нет причины, если вы еще мужчины. То есть этот девиз стал начальной... Девизом жизни, Как да. корабль назовешь, так он и поплывет. Девизом жизни, да, и с того момента мы ни разу не остановились, и Никита не даст соврать, прямо вот занялись этим очень вплотную и серьезно. То есть после этого конкурса Могу мы рассказать. с Никитой... Да. Рассказывай, Могу рассказать, Никиточка. после этого конкурса маме настолько это понравилось. Мне еще тогда не особо понравилось, но потом понравилось. Мы занимались по 3 часа с песнями, пели, учились, ходили на репетиции постоянно, не пропускали. И я не знаю, мы очень много занимались, и благодаря этому я хоть как-то научился петь. Научился. Но после этого концерта следовал уже следующий, да, уже следующее выступление было уже, скажем так, запрограммировано мамой, да? Да, следующий концерт нас с Чедорунги пригласили принять участие тоже в конкурсе «Восходящие звезды», О, как. который проходил в Чедорунге. Причем для мамы это было... Мы вообще даже не рассчитывали, что мы что-то заберем. Мы даже не сразу согласились туда ехать, потому что это была весна, и мы планировали уезжать, но отложили все свои дела и поехали. Ну, просто решили принять участие, в общем, чтобы Никита... И мы тогда думали, вот...
Это такой большой, это был первый выездной конкурс, это такой большой конкурс. Мы хотя бы там поучаствуем, мы не планировали, даже мы не думали, что что-то... Был такой момент, когда всем раздают грамоты просто за участие. И говорит так, человек, который раздавал: я надеюсь, никого не забыл. И тут я такой: а меня не назвали, как так? И называют потом меня, мое место, 3-е место я тогда занял. Потом посмотрим это видео, вот. Да. И я тогда: что, как? 3-е место, я тогда вообще обалдел, потому что... Ну, конечно, это уже была победа. Да. Это Для была меня для тогда нас, это была для нас очень огромная победа. Это была для нас гран-при на тот период времени. И мы прямо и в тот момент, ну, каждая маленькая победа, а для нас они были большими. Может, кому-то казалось 3-е место это мало, но для нас это было гран-при, действительно, который, каждая победа нас толкала действовать дальше, больше заниматься, и надеюсь, что получилось. Сколько лет было тогда, на тот момент? Сколько мне было? 8. 8. А, то есть первый раз вы вышли на сцену в 7 лет, Да. 8 лет уже, Да. уже Мы, сцена получается, в первый побольше, раз уже исполнили. на региональном уровне, да? Да. Месяцев 9 здесь промежуток есть. Потому где-то что мы там приблизительно. занимались, также все равно пели. Ну, но давайте не посмотрим, что выпускали. получилось. Давайте. Давайте посмотрим. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, погоди, постой. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гореть, дразнить Наташу, дергаться косу, на самокате мчаться по двору. Старушки скоро на нас глядят, не узнают тех, кто заберет. А мы с Наташкой под рукой идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташу, дергаться косу, на самокате мчаться по двору.
Никит, ну как? Я тебя таким впервые Смешно, вижу. Смешно, очень Здорово, смешно. но была подготовка, видно, что то есть в 7 лет ты уже ты выступал более так вот сдержанно, здесь уже раскрепостился, уже определенные движения, уже весь зал твой, аплодирует тебе. Я просто посмотрел немного на Валентина Арманджи. Ну И- да, и- видно немножечко. А потом я увидел, что Валентин Арманджи у меня немножечко движение То есть такой пошел забрал, обмен да. уже движениями, да? Да, получается, я у него немножко забрал, он у меня. Вот. Позаимствовал. Да. Ну, если посмотреть на видео, можно предположить, что Никита участвует в конкурсе танцев, а не песен. Ну, было Ничего, весело, но было выложился. То есть уже было видно тогда, что ты готов дальше продолжать свой путь, что ты не будешь останавливаться вместе с мамой. И кто кого больше движет? Мама, да? Все-таки мама генератор Да. идей. Да. Дальше что? Дальше после этого конкурса нас пригласили на конкурс в Копчак, и мы поехали туда, и где Никита уже с 3-го места занял 1-е место. И Шикарно. это было прямо уже тоже у нас Это гран-при. уже такая победа, да, Да. Никита? Аж в Копча. Он занял 1-е место, причем тогда многие детки с Бежгиоза заняли места. И на этом конкурсе в жюри сидел Валентин Арманджи, который предложил нам в Сотрудничать, дальнейшем записать для Никиты какую-то песню. Мы записали эту песню первую, и вот это был наш такой первый профессиональный путь, который начинался с Ну, мы песни тогда думали, что «Чимрек он Углан». профессиональный. Но он не оказался профессиональным, если сейчас посмотреть на наши новые произведения. Вот. Ну, все, что делает артист, все, в общем-то, Улучшается. да, улучшается, и есть к чему стремиться. Никит, сегодня у тебя день рождения, и да, многие твои друзья, знакомые, они тебе передали некоторые поздравления. Давай мы их посмотрим. Для тебя это сюрприз. Давайте посмотрим. Никита Панаитов принимает сегодня поздравления от Федора Гайдаржи и Валентина Арманджи. Давайте посмотрим. Никита, дорогой, с днем рождения тебя, родной. Зная твою харизматичность, я уверен, что у тебя все получится. И чтобы у тебя реализовывались все твои планы, все твои идеи. Знай, что я рядом с тобой во всех начинаниях. И уважаю маму и папу. Никита, с днем рождения поздравляю тебя. Желаю тебе здоровья, счастья, удачи, реализации всех твоих планов. Я очень рад, что когда-то поверил в твой талант и не ошибся. В свет выходит твой 2-й альбом, с чем я тебя и поздравляю. Дай Бог, чтобы все у тебя получалось. Никогда не сдавайся, только вперед. Гагаузия ждет от тебя еще новых композиций. Радуй свой народ. Коллеги по цеху тебя поздравляют, приятно получать поздравления. Честно говоря, аж слеза опустилась. Вот. Спасибо вам огромное. Мне очень было приятно. Неожиданно, но спасибо вам огромное. Это мои друзья по цеху, помощь всегда рядом. Ну, работали вместе, есть, наверное, тоже что-то вспомнить, да? Интересные работы, Конечно. интересные... Особенно, когда мы записывали песни, как мы все дружно записывали их в большой компании, где был Федор Гайдаржи, Валентин Арманджи, где была моя мама, мы записывали. Бывали какие-то невзгоды, но все. Но не без этого. Ну, Только в да. споре рождается истина. Ну, когда Никита только начинал работать с Федором и Валентином Гайдаржи, ему действительно приходилось не очень сладко, потому что даже по первым нашим клипам вы понимаете, что он был не настолько профессионален в своем пении, и Федору с Валентином пришлось действительно с ним поработать. То есть первоначально мы песни записывали долго, бывало 6 часов, бывало 8 часов записывали, бывало что-то перепевали на следующий день. И каждый из них вложил в Никиту частичку себя и помог ему, я думаю, в его развитии. Мы очень благодарны им. Федор Гайдаржи — это человек, который причастен абсолютно к любой нашей песне, то есть это аранжировка, это музыка, и мы его очень за это благодарим. Валентину спасибо всегда за его советы, за его креативность и за его песни тоже. И за поддержку. Ну, кроме исполнения, ты же и поступил в музыкальную школу и выбрал инструмент фортепиано, занимаешься, да, тоже с 8 лет? Да, я занимаюсь на фортепиано, играю. Помню, я еще начал заниматься в Твардице, мы также туда ездили. Потом мы решили ходить в Твардицу музыкальную школу и в Чедерлунге музыкальную школу. Но в итоге мы все равно остались в Чедерлунге, вот. И я сейчас там продолжаю играть. Вот у меня заканчивается уже 5 класс по игре фортепиано. Осталось еще 2 годика.
Вот. Здорово. Вот, Время немножко у Никиты как бы тяжелое, и мы можем сказать, что не всегда все получается так, как хочется. Времени в обрез. потому что еще и школа, лицей. Да, Никита очень плохо успевает и не всегда прямо справляется на 100%, но самое главное усердие, Ну, неплохо результат. успевает. Я знаю, что Никита резу- занимается хорошо. Просто надо результат. чуть-чуть больше, может быть, поднажать. Ну, это да. Да, поджимать Но- уже как бы уже некуда, если честно, уже поджали как могли, но он старается, это самое главное. Он старается, это видно, вот на нашем столе такой богатый стол у нас сегодня, куча грамот, дипломов, кубки. Ну, расскажите о них, да, или уже поговорим об альбоме? Да. Можно Да. и об альбоме. Давайте об можно и о альбоме. Вот кубке. прекрасный альбом сегодня. «Эх, праздник» называется альбом, Никита Панаитов. Здесь 13 песен. Да. Никит, кто разработал обложку? Вообще дядь Федя с мамой. Федор. Мама. Я называю дядь Федя, это Федор Петрович. Вот. Получается, моя мама обрабатывала вот эту свою картинку в голове, и они с Федором Гайдарджи начали вот это все обрабатывать. Я Федору помогал. Где-то вырезать, где-то добавить, где-то помочь, все дела. Вот. И в итоге у нас общая работа получилась. Никита поскромничал, мы с Федей попытались вначале что-то делать, а Никита пришел и как молодой юный специалист сказал: вы все неправильно делаете, я могу сделать гораздо качественнее и быстрее. В общем, Федя сказал: пожалуйста, я только рад, если ты. И на следующий день мы Федору принесли готовый результат, то есть можно сказать, что ты явился и разработчиком обложки, так? Ну да, ну где-то на Практически. процентов 60. Да. Ну, на обложке я вижу, видимо, это все те работы, которые включены, да? Да. Здесь 13 песен, Композиций, да. композиций, да. Вот из 13 есть, может быть, какая ближе тебе? Вообще? Да. Есть. Песня называется «Хайлас». О, Про Линция, про меня. Ну, почти. совсем не... Было бы хорошо. Это Но- неправда, это неправда. Не может не лентяй это. достичь таких результатов. Ну, на самом деле, из этого диска мне нравятся новогодние песни. Вообще, мне все там песни нравятся. Там особо любимых нет. А вот клип мне нравится «Косметли». Косметлин, Барбин, Дяватан. «Варбин Дяватан». Вот Да. этот клип мне очень понравился. Кстати, из 13 произведений музыкальных, 8 из них это уже Есть видеоклипы, да. готовые Да. видеоматериалы, Вообще- которые транслируются на канале Да. ГРТ. Вообще мы хотим сказать, что этот год, как и позапрошлогодний, был для нас очень интересным, прямо действительно очень. Это наш второй диск. В первый диск у нас вошло 14 песен, во втором диске у нас 13 песен, то есть это одна песня в месяц. И это была очень насыщенная и интересная работа, потому что мы не только записывали песни, но мы действительно искали актеров, искали антураж, как снимать, где. И нам очень приятно, что у нас на большинство наших песен есть видеоклипы. Это очень важно, потому что в наше время как-то люди больше воспринимают глазами картинку, да. И у нас очень хорошие были операторы. Мы хотим их всех поблагодарить, вот каждого, кто нам помогал. Потому что сделать качественный клип — это очень важно, чтобы зрителю было интересно смотреть. Никита, в твоем творчестве это и патриотика, и дружба, и о традициях очень много песен. То есть ты уже познал все традиции гагаузского народа. На самом деле мы пишем на данный момент тематические песни, можно так сказать, на праздники, чтобы поздравить людей, поздравить там то. Вот. А сейчас, я думаю, будем больше писать песни в стиле таком R&B, что ли, такой, как бы, что-то современное писать, вот. Мы много тем уже затронули, они у нас уже есть, но надо писать что-то современное, но не только для взрослого поколения, но и также для, вот, например, моего, там какие-то классные песенки. Вот. Ну, здорово, но пока ты изучала традиции гагаузского народа, я думаю, что это тоже вот такая вот копилка твоя обогатилась. Я знаю, что вы в последнее время работаете больше с поэтессой, с известной поэтессой в Гагаузе, Ольгой Иргогло, да?
Да. Да. Мы работаем с Олечкой. Мало того, мы настолько сдружились, пусть это пока заочное знакомство через интернет. На расстоянии но так оказалось, получается, да? но оказалось, что, ну, например, я с ней настолько близка, и мы настолько мыслим одинаково в плане патриотики, в плане, что Никита должен петь, как он должен это исполнять. Когда мы снимали какие-то клипы, то есть мы с Олей всегда на связи, то есть часами бывает на связи. Мы на сегодняшний день благодарны ей, ну, за каждую песню, что она нам написала, потому что слова замечательные. Мне кажется, Оле надо стремиться для того, чтобы у нее была книга, потому что это очень талантливый человек. И самое главное, это очень искренний человек, открытый, который делает все от души. И тепло в ее песнях, оно просто вот незаменимо. Я думаю, каждый, кто с ней работал, думаю, очень благодарен ей за это. Она также тепло отзывается, Никита, о тебе, и мы тоже связались с ней, у нас есть маленькое видео поздравление для тебя, давайте послушаем. Всем доброго, прекрасного весеннего утра. Утро действительно чудесное, потому что у меня есть сегодня возможность поздравить своего юного и очень талантливого друга Никиту Панаитова с днем рождения. Никита, с праздником тебя! Желаю тебе от всей души крепкого здоровья, счастья, добра, уверенности, оптимизма, бодрости запас, исполнения сокровенного и, конечно же, покорения новых вершин. Никита, у тебя сегодня особенный день. В свой день рождения ты презентуешь второй песенный альбом. Это здорово, это просто супер в твоем возрасте и второй альбом. Это колоссальный труд. За этим кроется много кропотливой работы. Это говорит о твоем трудолюбии, упорстве и целеустремленности. Но нашему молодому исполнителю любая задача по плечу. Он справляется с любыми трудностями. Он осиливает любой текст. Никита берет любую ноту. Желаю тебе, Никита, творческого полета, новых свежих идей и, конечно же, множество красивых песен. Никита, ты даришь людям красоту. Ты песнями цепляешь души. Счастья пожелать хочу и сказать, ты самый лучший. Благодарна судьбе за встречу с такими положительными, светлыми, прекрасными людьми, как Никита и Оксана. Самые наилучшие пожелания, поздравления, Никита. Могу сказать огромное вам спасибо. Очень приятно, взяло за душу. Вот, мне было очень приятно, спасибо вам огромное. Очень теплые слова. Даже про мою маму не забыли. Спасибо. Олечка, спасибо большое от души. Ты с нами, и нас это радует. Вообще в нашей команде очень хорошие люди. И я уже не мыслю себя, и Никита не мыслит без кого-либо из вас. Вы самое ценное, что у нас есть, это человеческие отношения. Спасибо вам. Прошлый год он был очень насыщенный для вас, вот вы сами говорите, да? То есть в месяц песня, песня. Это на самом деле очень сложно, за этим стоит упорный труд. И, конечно же, здорово, когда эти песни имеют такую вот ценность, да, цена, медаль, награда, диплом, награда, кубок. Да. Расскажите о наиболее таких ярких мероприятиях и конкурсах, которые были в вашем... Да, каждый год как бы у нас очень такой чем-то знаменит и чем-то запоминается, значим. Да, и целый год мы трудились. Ну, если взять от начала года, прошлого года, в прошлом году у нас прямо на Новый год вышла новая песня, посвященная Новому году. Потом в феврале мы занялись очень интересным проектом, который был нам близок. Это песня «Будем мы жить», посвященная детям-инвалидам. Она, ну, например, для меня она занимает очень важное место, для Никиты тоже. Благодаря этой песне у нас появилось очень много поклонников, с которыми мы по сей день общаемся. Да, это очень много деток, которые действительно болеют, которым требуется поддержка, и которые уже помимо этой песни слушают абсолютно все песни Никиты, и они все время пишут ему, вот, это очень приятно. Мы с родителями начали созваниваться. Это был важный проект для нас, важная тема, я думаю, для всех людей.
Да, вы говорили, Они что у вас услышали очень в Харькове появились друзья, Да. которые вам пишут, Да, звонят и там тоже ребенок- следят за творчеством Да, Никиты. там ребенок тоже болеет, но несмотря ни на что, он очень впечатлен песнями Никиты. Его зовут Ярослав. Ярослав, привет, может, ты увидишь нашу передачу. Мы любим тебя и надеемся, что познакомимся. Никит, ну если эти ребята следят за твоим творчеством, и это их вдохновляет, это уже огромное дело, и здорово, что вот ты на таком правильном пути. Да. Это да, это очень хорошо. Я очень рад тому, что меня смотрят такое разнообразное количество людей. Вот. Мне очень приятно. Эта песня песня «Будем мы жить» участвовала на конкурсе Junior Hops и заняла 2 важных для нас приза. Это первое место и приз, специальный кубок от Junior Hops. То есть жюри очень высоко тоже оценило эту работу, несмотря что клип мы записывали сами, он был любительский, но люди очень прониклись самим содержанием того, о чем мы пели, а пели мы о том, с чем мы живем и что мы С чем мы проживаем. сталкиваемся Да. ежедневно. Да. Да. После этого... Ну, давайте, коль мы говорим об этом клипе, об этой работе, давайте мы посмотрим, потом дальше продолжим свою беседу. Да. Давайте посмотрим «Будем жить». Серые дни и не греют совсем солнце лучи. Но не молчи, но не молчи. Свет есть внутри, душу открой, дверь распахни. Боль отпусти, боль отпусти. Каждый наш день, каждый наш час — это борьба. Это знаем лишь мы, знаем лишь мы. Люди вокруг, а внутри пустота. Только в глазах не погаснет мечта, не погаснет мечта. И несмотря ни на что, будем мы жить и нести в мир добро в сердце своем, в сердце своем. И несмотря ни на кого, на тех, кто отводит лишь взгляды от нас, и им все равно, будем мы жить, им все равно, но будем мы жить. С чистой душой мы победим, благодарим. Низкий поклон близким своим. Рук не опустим и будем сильней. С каждым мгновением жизнь все ценней. Нелегко, так нелегко. Мы люди-герои, судьбе вопреки. Счастье и горе на перегонки. Ноет внутри, ноет внутри. И пусть ограничен в движении тела, никто не увидит, что ты весь лица. Видит лишь Бог, это видит лишь Бог. И несмотря ни на что, будем мы жить и нести в мир добро в сердце своем, в сердце своем. И несмотря ни на кого, на тех, кто отводит лишь взгляды от нас, и им все равно, будем мы жить, им все равно, но
добро в сердце своем, в сердце своем. И несмотря ни на кого, на тех, кто отводит лишь взгляд от нас, и им все равно, будем мы жить, им все равно, но будем мы жить. После этого конкурса мы занялись подготовкой к 8 марта, и с нами хотел тоже спеть один интересный молодой человек, Давид Арманши, и он в дуэте с Никитой исполнил песню «Мамочка». То есть на 8 марта мы тоже очень порадовали наших бабушек, мамы, учителей. Ребенок тоже был очень счастлив, что сумел представить песню, и им с Никитой было весело. У нас тоже есть клип на эту тему. После песни «Мамочка» мы стали готовиться к Хидерлезу. Вот тут тоже у нас очень интересный... Это один из главных праздников в Гагаузии. Ты, наверное, изучил тоже все традиции, все обычаи. Да. Да. У нас Ирина Братан, наш сценарист, она написала нам очень интересный сценарий «Один день из жизни юного героя в праздник Хидерлез». И этот приз принес нам, ну, главный, наверное, в нашей жизни приз – это гран-при. Вот он, Никита. Вот такой вот большой. Да. Угу. Это наша первая гран-при была. Это Никитина первая гран-при. Это ваше, да, Никита? А то что-то я все его, все наше. Это командная работа. И в Турции этот видеоклип занял первое место. И после клипа «Будем мы жить» клип Хидерлез показался судьям очень веселым, очень позитивным, смешным, и они увидели Никиту в тот момент с другой стороны. То есть это наша самая главная премия вот этого года и, думаю, всего нашего творчества. Но съемки проходили на Каниферме, у соседей. Так, а где еще было? На Каниферме у самого замечательного дяди Кости Келиша. Да. Оказывается, он замечательный актер, и это было очень здорово с ним поработать, потому что столько позитивных эмоций мы еще никогда не видели. Когда мы сказали: дядь Костя, надо это вот, чтобы Никита убегала, вы за ним бежали, он говорит: да, придумали еще. Но на самом деле он сделал это было настолько, да, правдоподобно, и дядь Костя, вообще, вы настоящий артист, и у вас большое будущее. Ну, и Никита настоящий артист, на самом деле, то есть... Да, мне нравится твоя реакция, здорово. Но это на самом деле, это даже больше констатация факта, это не похвала, это потому что исполнение это одно, подбор материала это тоже, да, но правильно донести и исполнить уже в актерском, да, это тоже дорогого стоит. Это уже я. Да, это тоже вы все вместе, потому что я думаю, что этому тоже нужно учиться, и такое получается, ну, некий даже обмен опытом, не знаю, вот приобретаешь навыки и актерского мастерства, и исполнительского, да, вот. Да. Насколько тебе это нравится и насколько вот ты готов работать дальше, потому что, я так понимаю, мама вот ставит просто задачи: месяц песня, дальше что? На самом деле, вот мне очень нравится снимать клипы, особенно когда за кадром там тебе что-то вкусненькое предложат. Вот это самый лучший момент. Вот, на самом деле очень классно, весело, когда снимаешь клип, тебе говорят: стань так, ты там что-то позируешь. Особенно когда с кем-то еще снимаешь клип, это вообще... Это уже плюс 10 добавочек и галочек, вот, повеселее. Вот, очень нравится. А песни записывать... На самом деле, когда записываешь песни, нету такого драйва, как именно на концерте спеть. Вот. И поэтому... Да, я замечаю тоже, что когда Никита выступает на сцене, и когда в зале много людей, у него получается гораздо лучше, чем мы слушаем записи. То есть поэтому на концертах мы стараемся больше всегда петь вживую, потому что оно гораздо лучше звучит. Там есть эмоции, там есть настроение, там есть драйв такой. Никита, когда выходит, прямо
оно чувствуется, когда, поэтому, ну, все последнее время большинство, когда Никита начинал, то есть если это были где-то записи в студии, естественно, был плюс, но когда есть сейчас вот живые концерты, я иногда говорю, ты как вот, ты себя чувствуешь, иногда бывает там, заболел еще, он говорит, не, мама, я пою сам, и я действительно замечаю, вот вчера пересмотрела очень много роликов, пока мы готовились к программе, что концерты, записанные вживую, имеют намного более позитивное эмоциональное вот такое состояние, когда оно даже передается через экран. Поэтому призываю всех петь самостоятельно. Да. Ну, если поговорить о команде, Никит, в клипах у тебя появляются уже твои друзья, ну, девочки, подруги, можно сказать, да? Можно и так сказать. Да. Вот расскажи немножечко о работе с девочками, и, я так понимаю, это Иринины девочки, да. Ирина ваш сценарист, да. Вот об этой команде, об этом... На самом деле от Ирины Братан, у нее замечательные девочки, они очень веселые, добрые, с ними весело проводить время, с ними всегда можно о чем-то поболтать, они классные. Они классные, они замечательные, они тоже сегодня поздравляют тебя вместе с мамой, с вашим прекрасным сценаристом. Да. Давайте посмотрим Ирина Братан и ее девочки. Никита, поздравляем тебя с днем рождения! Ты самый лучший друг и очень талантливый человек. Я хочу тебе пожелать в этот день счастья, здоровья, всего самого наилучшего, чтобы ты шел к успеху, как и идешь сейчас. У тебя все получается, и мы в тебя верим. Никита, я поздравляю тебя с днем рождения. Ты очень классный парень и хороший друг. Я желаю тебе счастья, исполнения желаний и много-много здоровья. С днем рождения! Happy birthday to you, happy birthday to you. С днем рождения, Никита, поздравляем тебя. Никита, я не поющий человек, но для тебя я сегодня пою, потому что ты мне очень дорогой человек. От всей души поздравляю с днем рождения и, пожалуйста, оставайся таким, какой ты есть. Мы тебя очень любим. Пусть у тебя в творческом пути будет только успех и процветание. Пусть о тебе много людей узнает. Мы тобой гордимся и от всей души поздравляем с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения, Никита! Подарок просто очень классный. Опять у меня слеза пустилась. Спасибо вам огромное. Было очень приятно. Вот. Не могу даже сдержать эмоции, Никита, очень настолько, было приятно. Да, настолько позитивные девчонки, они уже, одна из девочек, она с тобой принимала участие в клипе, другая, она уже, по-моему, 2 песни с тобой исполняет. Они все со мной участвовали в клипах, с ними весело также работать. Это 2 дочери нашего сценариста Ирины Братан, у Ириши есть еще 2 дочки, ну, мы все постепенно, в общем, думаю, что они тоже будут принимать участие в наших клипах. Я хотела бы поблагодарить сначала девчонок, Ксюшку, она принимала участие в нескольких Никитиных видеоклипах, и роли у нее были очень разнообразные, особенно нам запомнилась роль ее в клипе «Косметлием Варбиндя Ватан», с которым в конкурсе в Греции мы заняли 1-е место, и мы бы хотели вот показать диплом, как бы, и медаль нам дали там. Поэтому, Ксюшка, это и твоя заслуга, мы тебя тоже очень благодарим. Спасибо, что ты была с нами. Тебе надо прямо вот на актрису, потому что ты всегда разная, и с тобой было работать очень легко, ты очень позитивная, веселая. Главное, что Никите с тобой очень комфортно. Ну и Аришечку хотелось бы тоже поблагодарить, потому что она не снималась в клипах, но она замечательно поет, и она сделала наш творческий путь более ярким и интересным, когда принимала участие с нами на новогоднем огоньке. Я думаю, помню. Аришка, ты молодец, зажгла прямо так, мы тебе очень благодарны. И, конечно, бы хотелось бы поблагодарить за песню Ольгу Ивогла, в котором Ариша тоже пела, это «Колода Йылдызы».
Это тоже значимая была для нас песня, очень важная, там очень красивые слова, мы попытались ее сделать немножко в новом стиле. Возможно, в этом году ее еще мало кто знает, мало кто поет, но я думаю, что со временем слова там настолько теплые, что я думаю, что эта песня тоже займет определенное место в Никитином творчестве. И, то есть развитие идет. Аришечка, спасибо тебе за твой труд, ты очень талантливая. Главное, не останавливайся, только вперед. Ну, Я могу поправить, она у нас снималась в клипе, ты сказал, что она не снималась у нас в клипе. Она у нас снималась в клипе, у меня есть песня на английском языке, которая называется «Мам». «Дети планеты». «Дети планеты». Вот. Так что не забывай. Всех песен, конечно, и не упомнишь. У Никиты 27 авторских песен. Я иногда смотрю и думаю, неужели это все сделали мы? То есть труд большой. Но мы не почувствовали в тот момент, как оно все происходит, как-то одно заканчивается, другое начинается, есть какие-то цели. Это интересно не думать о том, что долго или вот сколько, мы только в конце года Или обычно. сложно. Или сложно, да. И большая, огромная еще благодарность вот Иришу показали за то, что с ее появлением у нас действительно наши клипы стали иметь какой-то смысл. То есть это какая-то, каждый клип это определенная история, и спасибо ей, потому что до этого, я считаю, у нас были такие больше картинки. То есть видеоряд. На сегодняшний день у нас сюжетные полные клипы. Еще раз вернусь к любимому клипу «Косметлеем Варбин Диаватан» на слова Ольги Ивогла. Это самый тяжелый, объемный клип, в котором была вся наша Гагаузия, и для нас это было важно. Нам удалось с помощью Иры, которая ставила передо мной, перед Никитой, перед всеми актерами, перед оператором определенные задачи, с которыми мы прямо вот должны были справляться. Ириш, спасибо. Для нас тоже очень важно, когда молодой человек исполняет песню о родине, это на самом деле дорогого стоит. Никит, а что для тебя еще так дорого? Вот ты общаешься, здорово, ты общаешься с таким большим количеством людей, вот дружба для тебя что значит? Ну, на самом деле, дружба — это очень важно для каждого человека, потому что без друга сложно в этой жизни, одному быть сложно, поэтому если у тебя на данный момент нет друга, ты его обязательно найдешь, и все у вас будет с ним хорошо, а без друга будет очень сложно. Вот. Поэтому я ценю дружбу очень сильно. И песня Валентина Арманджи этому подтверждение. Да. Поэтому она тоже очень веселая, позитивная. Кстати, наши вот эти друзья с Украины, которые слушают наши песни, это их любимая песня про друга. И ребенок, который родился на Украине, говорит: я каждое слово понимаю. То есть она настолько понятна ему в передаче звуковом, что этот ребенок маме сказал: мама, я все в этой песне понимаю, о чем она, я прямо вот понимаю, что слова здесь искренние и добрые. Мы попытались отправить перевод, и Ярославу очень нравится тоже эта песня, поэтому вот спасибо Валентину Арманджи за позитив. Прекрасный был повод встретиться. Никит, я тебя еще раз поздравляю с замечательным диском. Ну, хотела бы спросить о планах. Они что планируете или планируете отдохнуть? На самом деле хотелось бы отдохнуть, но недолго, конечно же. Оставлять зрителей без меня и нас всех некультурно, неправильно. Так что будем дальше работать, будут новые песни. Я, как говорила, уже хочу в более современном стиле их записывать. Вот. Я лично, конечно, приятно удивлена, потому что год, на самом деле, для многих, для всех нас был непростым. На самом деле выступлений было мало, но вы нашли выход, нашли чем заняться, нашли всевозможные, принимали участие во всевозможных конкурсах, этому еще раз говорю, вот здесь многочисленные награды. Вас ничего не останавливает, слава богу. Да, мы стараемся, потому что нам это нравится, и нам нравится, как на нас реагируют люди, очень много положительных отзывов. Бывают разные, бывают отзывы, когда вот там пишут, что Никита должен подтянуть немножко свой гагаузский язык, но мы воспринимаем все очень положительно. То есть мы понимаем, что Никите надо работать, есть и он к чему это стремиться. делает. Главное, Никита Да. заговорил, запел на гагаузском языке. Это самое важное. Здорово. Ну, замечания берутся во внимание. Обязательно, обязательно.
Ну, Никит, я еще раз искренне поздравляю тебя с этим прекрасным альбомом, потому что это второй альбом, еще раз подчеркнем, потому что не каждый в твоем возрасте может, скажем так, похвастаться, да и не каждый исполнитель может похвастаться уже вторым альбомом. Вот. Пусть все, что тебя окружает, пусть все тебя радует, пусть исполняются все мечты. Вот пусть эти поздравления, которые звучали сегодня, еще обязательно прозвучат, пусть все это обязательно сбудется. И, конечно же, этот день, он особенно важен и для твоих родителей. И я думаю, тебе сегодня есть что сказать и твоей маме, которая всегда с тобой рядом, которая тебя боготворит, помогает тебе. На самом деле, в честь своего дня рождения бы хотел поблагодарить свою мамочку, что она у меня есть, что ты самая добрая, что есть в этом мире. Вот, я тебя очень люблю, дарю тебе этот цветочек и благодарю тебя за то, что ты у меня есть. Ты самое ценное, что у меня есть. Ты у меня тоже. Спасибо, Никита. И я хотела бы поблагодарить Никита, благодарит меня. Я благодарю всех наших близких, всех, кто с нами рядом. Нашего папу Сергея, нашего брата Дмитрия, бабушку, конечно, нашего человека, который всегда нас поддержит, любит, переживает. Спасибо вам, родные, что вы у нас есть, нам очень приятно. Спасибо большое еще раз, Никита, с днем рождения. Еще раз презентация этого роскошного альбома, и пусть это второй, за ним следует третий, четвертый и так далее. И пусть тебя любит зритель и будет всегда благодарным, и пусть вот таких кубков, наград будет больше в твоей комнате, в твоей копилке, и всего самого-самого светлого и самого хорошего. Будем стараться, будем стараться. Спасибо огромное всем, кто сделал мне сегодня такую открытку поздравительную, блин, аж зубы заговариваются, вот. Спасибо огромное вам, вы лучшие, я вас люблю. С днем рождения. С днем рождения, Никита. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях был известный исполнитель Никита Панаитов и мама Оксана, которая всегда его поддерживает. Всего доброго.
Гагаузия, Титимин сен топрак, хеп хасырым сени курума, истерим борода çalışma, топрамда bir güzel iz bırakma.